Так, всем привет! Мадина у нас является участницей архитектурного конкурса МТЦ. Итак, Мадина, у меня есть несколько вопросов в целом о конкурсе. И сначала я хотела бы попросить тебя рассказать немного о себе. Ну, как вы уже услышали, меня зовут Мадина. Я уже выпускница 5-го курса архитектурного факультета Сапаев University. Я очень увлекаюсь творчеством, рисованием, чтением и люблю вдохновляться от всего и вся. И в целом мне всегда нравится участвовать в подобных конкурсах и смотреть, что может получиться. И самый главный, такой часто задаваемый вопрос, какие сложности были на протяжении всего конкурса? Что вам было сложнее всего сделать? Допустим, у вас были графический дизайн, потом архитектура внутри, Я поняла. снаружи, да. Самое сложное для меня было на начальном этапе, когда нам выставили условия конкурса, того, что мы должны сделать, и они были, вот эти рамки, в которых мы должны были делать, они были очень размытые. И было первое время очень сложно просто понять, что, во-первых, от меня хотят, более конкретики не хватало какой-то, а во-вторых, что я в этих рамках свободных могу сделать и хочу сделать, что я хочу подчеркнуть. И вот это вот был тот случай, когда очень много свободы, оно сыграло со мной плохую шутку. Хорошо. Так, какие моменты вам запомнились больше всего? Мне очень понравились несколько тренингов. Не то чтобы все, но некоторые мне очень понравились. Мне понравились тренинги про зеленую архитектуру, мне понравился тренинг про финансы, по-моему, это последний наш был. И в целом вот это было очень интересно, потому что теперь, в дальнейшем я хочу скооперироваться с человеком, который проводил у нас тренинг по зеленой архитектуре, и получить не специальность, а больше знаний в специфике зеленой архитектуры и энергоэффективности зданий и сооружений в Алматы. А что вы знаете о самой компании HGC Global? На самом деле я не слышала о компании до конкурса этого, но после, конечно же, было много превью, было много описаний там, с вашей стороны, чем вы занимаетесь, как, почему. И я проводила, скажем так, свой ресерч, и обнаружила, что вот такая большая компания занимается тем-то, тем-то, и достаточно смело себя позиционирует. Какие пожелания и наставления у вас для участников следующего года? Тоже архитектурного или просто? Можно тоже, можно просто. Не бояться лишней свободы, как я, быть более креативными и ответственными. Это самое главное. И какие впечатления в целом вам оставил данный конкурс Open Space? Сейчас будет проходить финал, он еще не оставил впечатление полностью окончательно. Вообще за все время. Но за все время в целом положительная, хорошая работа модераторов, Алтын в том числе, да, всегда на связи, и я всегда в ответ старалась держать на связи и ответственно подходить к заданиям, которые нам выдавали. В целом положительные впечатления. Единственный момент был, который меня вначале смутил, то, что я, что делать? Но в целом очень хорошее впечатление, видно, что это, по-моему, первый раз, да, конкурс, когда устраивает компания? Нет, компания уже достаточно давно, долгое но в других сферах. Именно архитектура в этом году отдельно вышла на новый уровень. И это прикольно, и это видно, что вы где-то здесь начали делать, где-то здесь вы как-то подстраиваетесь, как-то пытаетесь очень гибко под это все подстроиться, сделать, и положительные впечатления в целом. Спасибо большое, желаю вам удачи. Спасибо. Пока!